Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24. Сегодня я вновь решила испытать на себе совершенно новые виды фитнеса. Эти направления не очень популярны в нашей столице, но уже проявляют интерес к ним наши горожане. И это бара-фитнес и леди-дэнс. Возможно, для кого-то эти иностранные слова не значат ничего, но для этого существует наш проект. Сегодня я все испытаю на себе и обязательно расскажу вам о том, кому же показаны подобные тренировки, кому они противопоказаны, ну а самое главное, какой полезный эффект можно получить от них. Для начала давайте разбираться в таком интересном виде фитнеса, как бара-фитнес. В этом мне поможет профессиональный тренер Александра. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Давайте для начала расскажем, что же такое бара-фитнес. Бара-фитнес – это система физических упражнений, которая основывается на упражнениях из балета, йоги, пилатеса и также силового функционального тренинга. То есть 4 даже, можно сказать, Да. направления туда. Балет, пилатес, йога и еще физические нагрузки. Да. Очень интересно. Хорошо, тогда сразу вопрос. Кто является вашим основным клиентом? Да? Кому это показано? Бара-фитнес подходит абсолютно всем категориям граждан, и детям, и беременным женщинам, людям, у которых была физическая активность до этого, может, спортсмены, которые получили какие-нибудь травмы и хотят реабилитироваться, и также для граждан, которые никогда спортом, танцами не занимались. То есть всем подходит абсолютно. Любой человек может Да. прийти, в принципе, и познать хотя бы азы бара-фитнеса, да? Да, А познакомиться откуда с появился он элементами. вообще? Бара-фитнес был основан немецкой балериной Лотте Берг, которая получила травму позвоночника и не могла дальше заниматься своим любимым делом, но она не опустила руки и решила собрать и балет, и упражнения из пилатеса, и создала такое направление, как бара-фитнес. Первая студия ее открылась в 1959 году. Вот интересно, да? В 1959 году в Европе уже знали, да, про такое Да. направление, а в Якутске только-только. Оно давно популярно уже. Да? Да. И в Америке, и во всех странах мира оно популярно. Ну, у нас до только нас еще не начинается. дошло, да. Только начало. Но я думаю, возможно, после выпуска нашей программы многие узнают и заинтересуются. Я не хочу долго об этом говорить. Вот мы всегда в рамках нашего проекта очень много говорим о теории, но я всегда считаю, что практика есть практика. Давайте мы начнем, а по ходу дела вы уже будете рассказывать о полезности этого вида фитнеса. Испытано на себе. Сейчас я покажу основное упражнение. Многие его знают, ягодичный мостик. Он поможет нам прокачать мышцы пресса и также ягодицы. Исходное положение. Мы ложимся на спину, руки вдоль тела. Для усложнения можно подняться на полупальцы, упрощенный вариант на полной стопе стоим. Мы приподнимаем нижнюю часть тела вверх, при этом мы напрягаем ягодицы, пресс, и дальше опускаем вниз. Вверх, максимально сжали ягодицы, напрягли пресс, опустились вниз. Ага. Ну, в принципе, вроде все понятно. То есть это волшебное упражнение для прокачки пресса, правильно Да. понимаю? Так, легла. Хорошо, сделаем 4 раза, а потом, И этого достаточно, я думаю. а потом зафиксируемся. Так, наверху. подождите, поставила ноги. Проще будет, если мы на всей. На полной стопе будем стоять. да. Хорошо. Хорошо. Ноги на ширине таза. Это что такое? Вот здесь. Да, правильно. И сейчас мы поднимаем нижнюю часть тела наверх, Ага. напрягли ягодицы, напрягли пресс, опустили вниз. Опускаем. Ну, это можешь и дома делать легко Да, просто. легко, на полу, на диване, ну, лучше на твердой поверхности. Ага. Ага, хорошо. Еще раз делаем. Наверх, И вниз. вниз. Не забываем напрягать пресс и ягодицы. Остались наверху. И теперь мы делаем пульсацию. То есть мы не полностью опускаемся, а наполовину опускаем ягодицы и поднимаем их наверх. Ну, это, да. Это пульсация. Ой, мамочки. Сделать надо хотя бы 8 раз, чтобы прочувствовать мышцы и пресса, и ягодицы. А потом снова зафиксироваться наверху. Это прям не самое легкое упражнение, я бы вам сказала. Зато вы сразу чувствуете ягодицы и пресс. И опустились.
Понятно. Так, пресс проработали. Дальше что мы делаем? Дальше Ну, это одно из упражнений, дорогие наши телезрители. Обратите внимание, что, конечно, наверное, упражнения там в миллион. Мы показываем самые такие примитивные, простые, которые можно, в принципе, повторить в домашних условиях. все Да? верно. А следующее, давайте для разнообразия. Также мышцы ягодиц мы сейчас будем задействовать. Мы ложимся на бок. Рука у нас находится за головой. Ноги согнуты. В правую ногу мы под колено зажимаем мячик и опускаем вниз. Упражнение. Мы сначала поднимаем на 45 градусов ногу, коленка смотрит вперед, опускаем вниз. При этом у нас задействуется внутренняя поверхность бедра и ягодицы. Знаете, вот это вот можно вечерами. Включил, значит, передачу какую-нибудь, да? Да, зажал плед или полотенце, Зажал. и понеслось. Так, ваша нога согнута, да? Согнуто, все верно. И поднимаем 45 градусов. Опустили. это 45? Нет, слишком высоко, пониже. Вот Ой. так, чтобы вы чувствовали напряжение. Подняли, опустили. Подняли, опустили. А теперь мы оставили наверху и пульсируем немножко вниз. 8, 7, 6, 5, не халтурим, 4, 3, 2, оставили наверху. А теперь мы делаем круг вперед. Кто бы Еще мог подумать, вперед. простой мячик, простые упражнения, а нога-то уже все забивается. Да, мы должны чувствовать мышцы сейчас. Я завтра, наверное, их почувствую. Не сегодня, да? Возможно, и сегодня. Вы почувствуете их существование. Опустили Как ногу. минимум, да? Хорошо. И также надо повторить обязательно и на вторую ногу. Правильно. Ягодицы у нас развивались обе. Хорошо, так. То есть, в принципе, для занятия барофитнесом вот нужны простые такие фитнес-атрибуты, да? Это Да, мяч. даже можно без атрибутов. Если у вас есть дома полотенце, оно есть у каждого, можно им воспользоваться. Также вместо мяча можно подушку зажать под коленкой. То есть такой Для очень бар-фитнеса не нужно демократичный вид спорта, Да. я бы сказала, да? Испытано на себе. Функциональный силовой тренинг занимает у нас минут 20, и плюс еще растяжка минут 10, и также 20 минут у нас уходит на станок. Покажу основные упражнения, которые мы выполняем у станка. Мы встаем боком к станку, ноги ставим по первой позиции, то есть пятки у нас вместе, носочки смотрят в стороны. Хорошо. Пресс напряжен, копчик давим вниз. А он автоматически давится вниз. Нет, можно вот так стоять. Как? Это неправильно. Вот так? Вот так, нет. Он подкручивается, пресс так? напряжен. Да, хорошо. Как будто вы пытаетесь соединить коленки с другой стороны. У вас должно быть такое ощущение. Соединяю, Хорошо. как могу. Хорошо. Руки пока мы уберем на пояс. Немножко отодвинусь от вас. Что мы будем делать? Мы делаем тандю, то есть мы прокатываем ногу в сторону. Дальше мы ставим на пяточку ногу и опускаемся в плие. Поднимаемся наверх, опять на полупальцы и подтягиваем ногу. Хорошо? То есть в этом мы... Хорошо, очень хорошо. То есть мы задействовали и упражнение тандю, и упражнение плие, да? То есть, еще раз, тандю, поставили пяточку, сели в плие, спина прямая, плечи давим вниз, красивые. Рука, давайте вам подправлю, вот так, красиво. Хорошо. Уже тяжело. Вытянули. Вытянулись. Опять на полупальцы поставили носочек и потянули к себе ногу. Хорошо. Это одно из упражнений. Хочется сразу автоматически на эту ногу сделать. Давайте как будто бы она сделаем. потянулась, а этой ноге что-то хочется еще. Так. Наши декорации, извините, к вам прилипли. Так, тогда так. Первая позиция, подтянули. Первая. Хорошо, такая выворотная вы, оказывается. Хорошо, руку поставили на пояс. Да. Вот так. Хорошо. Теперь сделали тандю. Поставили пяточку. Плие. Хорошо, поднялись. Поставили опять на полупальцы и подтянули к себе. Ой, вот это очень интересно, знаете, ощущаешь себя чуть-чуть балериной. Вот Да. как бы совсем чуть-чуть соприкоснулась с балетом, а уже прям в душе прям хочется расправить плечи, сказать, Да. я и это могу. Должно Знаете, быть такое окрыляет ощущение, как-то. Как будто вы вышли из зала, а вы длиннее стали, выше.
потому что вы всегда тянетесь наверх. Ага. Плечи вниз, а шея наверх. Да, мне автоматически прям хочется еще выше становиться, выше на носочки. Хорошо, еще давайте упражнения нам. Раз вы хотите становиться на носочки, можем и это сделать. Давайте. Хорошо. Так, следующее упражнение называется ЛВ. ЛВ – это подъем на полупальцы. Мы стоим по первой позиции. Пресс напряжен, копчик даем вниз, плечи оттягиваем от ушей. И приподнимаемся на полупальцы наверх. Опускаемся снова вниз, наверх, вниз. А что такое упражнение может дать человеку? У нас сейчас прокачивается и внутренняя поверхность бедра, и икры. Хорошее упражнение. Да? На ноги, так, да. поехали. Хорошо. Так, Копчик, сделаем. Ага. пресс. И наверх, ЛВ, и поставили пятки. Еще ЛВ и вниз. А теперь мы задержались наверху и убрали руки от станка, чтобы проверить свой баланс. Хорошо, поставили обратно. А дальше мы делаем плие, также оставаясь на полупальцах. Ага. То есть опускаемся вниз и поднимаемся наверх. А это тяжело. Да, только напрягаются кажется, и что легко. ягодицы, и икры, и внутренняя поверхность бедра. Все напряжено у нас. Но мы не забываем, что мы тянемся шеей. Да? А, точно. А я все на вас смотрю. У нас красивая осанка, как у балерин, должна быть. Хорошо. И остались внизу. И пульсируем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вернулись наверх обязательно. Кажется, и поставили пяточки. Завтра кто-то просто ходить не сможет, да? Потому что работа с собственным весом, это только кажется издалека, что это легко. На самом деле ты полностью, вот сейчас я ощутила Прочувствовали всё? все вот здесь, все, что нужно, все прочувствовала. Вот такое интересное направление бар-фитнес, да? Я думаю, упражнений еще очень много, да? Их Но много, да. это основы балета все-таки. Да. Балетной школы. И, конечно, здесь можно об этом говорить часами, но наш проект имеет ограниченное количество времени. Очень жаль. Но я думаю, многие из наших телезрителей сегодня имели возможность хотя бы просто познакомиться с этим миром бара-фитнеса. Спасибо большое, Александра. Не за что. Я все-таки хотела бы, да, я бы хотела еще раз напомнить, что этот вид фитнеса чем хорош? Вот сразу давай плюсы все-таки, что он подходит Всем категориям граждан, всем. у которых и есть физическая нагрузка, у кого нет, кто не связан вообще с спортом, кто получал травмы, они могут реабилитироваться. Даже Дети, беременные. Беременные, да. Женщинам можно. То есть, в принципе, здесь совмещение... После родов, кстати, тоже. После родов восстановление, тоже. Интересно. То есть здесь совмещаются несколько видов фитнеса. Поэтому, если вдруг ищете свое что-то, я думаю, можно попробовать и вот такой да. фитнес. Приглашаем вас в бар и студию, будем вас очень ждать, чтобы познакомиться с нашим направлением, получить красивую осанку, как у балерин, также прокачать свои мышцы, прочувствовать все мышцы, которые есть только у вас, и также растянуться. Испытано на себе. Отличительной особенностью бара фитнеса – это внедрение спортивного инвентаря. То есть мы не только выполняем упражнения из балета, но и внедряем такие элементы, как мячик, наши ремни и также резинки. Возьмем мяч, Да. встаем по первой позиции, пресс напряжен, копчик даем вниз. Мы зажимаем мячик в коленке. Хорошо. И сейчас пульсируем наверх. 1, 2, 3, 4. Еще 5, 6, 7, 8. Хорошо. Теперь мы носочек уводим под колено. Ой, На икру. Потом обратно наверх. ой, мамочки. Еще под колено. Подождите-ка. Можешь подвинуться мне? Так, нет, давай, поехали. Ага. Хорошо. Уводим назад ногу. Обратно к икре. Еще назад. Кто бы мог подумать, что это так сложно. Это реально, вот вся задняя стенка бедра просто ощущает это. И здесь без стойки я бы не справилась, потому что действительно ты за нее держишься, да, и опять же сразу ощущения какие. Хочется сделать то же самое правой ногой. Хорошо. Честное слово, вот просто хочется выполнить упражнение, а вы говорите, что я делаю неправильно, хорошо? Хорошо. Мне Вот. можно не выполнять, да? Носочек тянем, красиво у нас. Вы слишком далеко стали от станка, поближе надо. Ой. Ага. Вот так, хорошо. Корпус прямо у нас, плечи даем вниз. Хорошо. Рука у нас немножко в сторону. Хорошо. И опускаем ногу вниз, наверх. Вниз,
наверх. Еще 2 и 1. Хорошо, теперь носочек к икре уводим и назад, выворотно. Еще назад. О, куда? Хорошо, Еще нажать? Еще 2. Мамочки! Все вообще напрягается очень сильно. И только у нас коленка очень выворотно должна вот в таком положении уходить вниз. Ух, Выворотно. вот Ага. здесь ощутила уже и мышцы спины. А нет, не должно быть, потому что Не мы правильно должно быть? стояли, да. Я вся скрутилась все-таки, да? Надо Все-таки. прямо стоять, спина не должна задеться. У нас только действуют именно ягодицы. Все, спина стоит у нас ровно. Очень интересно. Вот мячику отдельный респект. Так, Хорошо. можно убрать мячик. Следующее упражнение – это у нас махи. Мы также стоим по первой позиции, рука на поясе. Пресс напряжен, копчик давит вниз. Мы уводим ногу в тандюн вперед. Потом делаем мах, ставим обратно точку и возвращаем обратно в первую позицию. Хорошо. Еще тандю, мах, точка, обратно. Вперед, мах, точка, обратно. Теперь мы делаем в сторону. Также тандю, мах, точка, обратно. Тут главное не как высоко мы подбросили, да, а главное, чтобы у нас таз в правильном положении был. Мы не выкидываем бедро в сторону, нет, мы прямые абсолютно. У нас ничего тут не двигается. То есть мы сделали мах, точку, поставили. Давайте. Хорошо, еще тандю, мах, точка, поставили. Мах. И не забываем, что у нас спина прямая, плечи давим вниз. Знаете, нужно за всем все контролировать. Да, мы Бедра всё не следим. шевелятся, плечи в стороны, голова И наверх. последний раз. Я представляю, если вот так часик позаниматься, ну, Вытянешься, все прочувствуешь. все прочувствуешь, И действительно. это у нас делают женщины, которым 55 плюс. Они бодрячком уходят у нас из зала, им мало, они хотят еще. Ну, я думаю, еще это такая определенная, знаете, женская компания, когда ты вот это все выполняешь Ну да. еще под музыку, да, и вот эти вот Ритмично движения. очень. Потом, наверное, уходишь просто как окрыленная. Да. Вдохновленная, окрыленная, все мышцы в тонусе, заряженные позитивной энергией. Испытано на себе. С барофитнесом все понятно. Ну а сейчас мы поговорим с вами о другом направлении фитнеса, это леди дэнс. Я думаю, многие из вас уже понимают, о чем будет идти речь, но подробнее об этом нам расскажет опытный тренер. Знакомьтесь, это Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья. Уже заходит вот прям вот так, то есть со спинкой, с осанкой, с высоко поднятой головой, все понятно, что человек опытный. Давайте для начала расскажем, что же такое леди дэнс вообще. Леди Дэнс – это танцевальное направление. Оно помогает развивать пластику, оно помогает более прочувствовать все мышцы своего тела, уметь управлять, вот, и помогает, в принципе, женщинам раскрывать женственность. Вот, Да, в то есть принципе, это все про любовь к себе, про любовь к своему телу и про вот какой-то такой некий отдых, да? Все-таки танец – это раскрепощение. Танец – это скорее больше выражение своих чувств. Это умение почувствовать себя, познать свои границы. Когда женщины устают, чаще всего, я мать двоих детей, я знаю, что когда у тебя бурлят эмоции, а мы должны, несмотря на то, что ребенок где-то напакостил, ты уже 1000 раз говорил, что так нельзя, ты должен сказать: я тебя так люблю, солнышко, но так не надо делать. А ты приходишь на танцы, и вот если у тебя бурлит какая-то энергия, даже если она негативная, или просто ты устал, ты это танцуешь,
и у тебя появляется вдохновение, второе дыхание появляется. Вот, и благодаря ему ты можешь приходить домой, и ты снова отдохнувшая мама, ты добрая, счастливая жена, да, благодарная. И ты можешь легко и продолжать свою работу. Наталья, сразу возникает вопрос, ну а если вот нет у человека слуха? Сразу все думают, ну раз танцевать, значит нужно, во-первых, как бы иметь хорошую фигуру, потому что это тяжело танцевать, ну и, конечно, нужно иметь слух. А если ты вообще не танцевала? Вот даже в телефоне включаешь музыку, и тебе вот ты равнодушна. Можно прийти на такое направление фитнеса? Можно. У меня так много уже сопротивления было по поводу даже фигуры той же. Все женщины прекрасны, абсолютно все. И вот этот лишний вес, вы же знаете африканок, какие они пышные формы, какая у них пластика. Вот, поэтому насчет форм не нужно заморачиваться или стесняться, тем более у нас маленькие группы, у нас закрытые помещения, никто не будет видеть, как вы занимаетесь. И потом, когда человек занимается, чаще всего он думает о том, как он занимается, а не то, что вот этот человек вот так вот делает неправильно, вот это так. И если даже он так подумал, это всего лишь он потратил секунды времени своей, а человек из-за этого не хочет развиваться, идти становиться лучше. А насчет слуха, тут все равно слух он есть. Есть ритмы в музыке, есть разные инструменты, и под эти инструменты, под этот ритм мы как раз и танцуем. Тем более мы чаще всего используем музыку со словами, и я еще люблю рассказывать сказку во время танцев, чтобы люди запоминали быстрее движения. То есть ассоциацию проводите такую некую? Конечно, да. Но я уже хочу окунуться в вашу сказку, если честно, хочу попробовать. И действительно, все-таки нужно понимать, что это не просто танцы, это фитнес. То есть в любом случае ваше тело ощутит такую нагрузку. Обязательно. Это физическая. Вообще, я по-другому скажу. Танцы – это физическая нагрузка. В принципе, любые движения, танцевальные, фитнес или акробатические, это все фитнес, это все физические нагрузки. Просто фитнес для здоровья, а спорт – это уже для целей. Наталья, золотые слова, я думаю, не будем томить себя и телезрителей. Давайте попробуем все-таки узнать, ну, хотя бы немножечко что-то о Леди Дэнс. Да, мы, наверное, начнем с разминки. Опять везде разминочка, да? Да, но здесь у нас немного другая разминка. Чаще всего насчет слуха как раз вы говорили. Мы включаем музыку, Да. и под музыку мы уже начинаем танцевать. Главное, чтобы вы научились двигаться так, словно вы все время танцуете. Даже та же разминка, она танцевальная больше. Давайте. Допустим, начнем мы с головы. Колени вместе, руки полностью опущены, расслаблены. Слегка согнуты колени, носочки вместе. Да. Все, и теперь мы наклоняем голову в бок и медленно в одну сторону, и потом в другую. Ну, Еще 4. А теперь попробуйте подключить таз. 3, увели в сторону. 2. Ой, забавно. 1. Стоп. Теперь начнем с плеч. Сначала правое плечо, только правое, отдельно правое. И вы им уже танцуете. 2. 1. Уже можно так танцевать, да? Да. Можно танцевать различными частями тела. Главное, как вы подаете. Теперь поочередно то правое отвели, вперед уходит левое, то левое отвели, вперед уходит правое. Поочередно. 1, 2. У вас так легко, а у меня немножко сковано. Ну, Мне кажется, с музыкой это все проще, да? Когда? в разы проще. Вы потихоньку учитесь прислушиваться к своему телу, танцевать. Говорю, каждой частью своего тела. Стоп. Работаем с грудным отделом. Грудное отдел вперед и назад спрятались. Вперед. Назад. Подключаем руки вперед и назад, скрылись. Притянули к себе счастье. Опять танцевальное движение, да, уже появилось? 3. То есть здесь разминочка сразу переходит плавно в танец, да? Да, то есть, сейчас, минуточку. Даже когда вы идете, вы можете просто вот так вот ходить. А можно пройти танцевально. Вы по городу тоже так ходите? Нет, я танцую целеустремленно, очень быстро хожу. Так, с грудным мы разобрались. Также слегка присели, носочки, пяточки вместе. Сейчас будем сокращать правый бок. Это что такое? Так, что такое правый бок, да? Пусть ручка направо. Так, вот здесь у нас есть мышцы. Мышцы кора, Ну, у меня мышцы тут пресса. микрофон. Они у всех есть.
они шикарные, сильные. И теперь мы просто должны приподнять правую сторону, правый таз, так как правую часть. Вот. На носочек? Да. И опустили. Это как в восточных танцах, когда-то у нас был опыт танцевальный. О, здорово. Да. Еще 3, 2, стоп. Теперь с левой стороны. Раз, два, 3, 4. Но смотрите, мы делаем это со стороны эстетики, надо, чтобы это было красиво. И когда мы поднимаем, у нас появляется пространство между ног, это выглядит не совсем эстетично. А, вот дырочка вот здесь, да? Мы должны их приклеить. Присели, приклеили. Раз, нога по ноге скользит. 2, 3, хорошо, 4. Вы думаете, почему у меня такие огромные штанишки? Я шучу, просто так получилось сегодня. То есть везде должна быть красота. Конечно, да. Главное, чтобы вы понимали, что красота, она в вас уже живет. Просто должны ее найти, открыть. Так, теперь мы сократили правый бок, чуть-чуть увели вправо, опустили вниз. Вот здесь не представляете, как работают мышцы пресса. Оп! Это, кстати, тоже получается из восточного. Но помним, что ноги вместе, они приклеены. Ну все понятно. Но это не совсем легко, дорогие друзья, кажется, да? Это очень красиво еще. В другую сторону. Вы как раз тренируете мышцы пресса. А там же у нас получается и мышцы малого таза все равно работают. 3. Нет. Здесь без зеркала никак, да? Вот честное слово. Мне кажется, Скорее всего, зеркало... сложновато будет. Да, Ты должен зеркало прям увидеть себя, спасение. увидеть свое тело, принять его. Так, мы поработали здесь. Теперь отводим правую ножку в сторону на носочек. Левая нога слегка, согнута. Теперь мы должны сократить пресс и подкрутить таз. И теперь таз назад. Это как раз после бара. Хорошо, сократили, увели назад, сократили, увели. 3, 2. А вот леди дэнс это все-таки больше про быстрый ритм или более такой Мне медленный? кажется, это все-таки от преподавателя зависит. У меня больше он такой медленный, пластичный, но есть направления, когда они резко танцуют. А можно плавно делать. Мне больше нравится плавно. Это только от тренера зависит. Так, теперь здесь мы представили, что есть стена. Да. Ага, отлично. Руки опущены. И теперь мы до этой стены должны докоснуться. Сначала подбородком, потом грудью, потом животом, тазом и ушли назад. Все понятно, это волна, которая просто сейчас свела меня с ума. То есть лицо, грудь, живот, подбородок и увела назад. Да. Это у вас только так легко? Нет. Ну, вперед из песни. Вперед из Конечно. песни. Так, Так, стена. стена. Мы слегка согнута опорная нога. Начинаем чуть-чуть уводить вперед корпус, подбородок. Подбородком потянулись. Потом грудью коснулись. Потом животом, таз и увели назад. Да, просто у меня сейчас уже разработан таз, а у вас пока вверх хорошо идет, а вот таз просто немножко не дорабатывает. Но это все с опытом приходит. Попробуем на другую сторону. Ой, здесь все. Вот здесь должна работать еще и координация, да, дорогие друзья, потому что если нет координации, все провал. Вот я сейчас просто повернулась в другую сторону и не могу сообразить, где лицо, где живот, где нога, Где моя стена, да? Да, где стена, где таз. Просто потерялась. Вот, наверное, это и есть еще огромнейший плюс, да, занятия именно Развитие координации. Развитие Да. координации. Нет. Мы начинаем чувствовать тело в пространстве, в различных плоскостях. Подбородок, грудь, живот, таз и назад. И назад. Вот! Даже шикарно! Вот так у вас получилось. Всегда бы так говорили, шикарно. А сейчас половина республики смотрит и думает, что с ней происходит, почему она такая какая-то вся корявая. Вот, ну это здорово. А под музыку, мне кажется, это все просто можно. А у вас еще, наверное, здесь свет немножко затемляется, да? Да, у нас Приглушается. здесь больше такой фиолетовые оттенки, иногда красные, иногда смешиваются. Ну, то есть девушек это больше так раскрепощает в том плане, что они перестают стесняться, да? Да, потому что человек больше в темноте, и он не думает о том, что вот тут складочку, наверное, мою видно, а вот здесь то, что живот выпирает. Наталья, я сразу забегая вперед скажу, что когда мы готовились к этому направлению фитнеса, обычно вот в спортзале говорят, возьмите кроссовки, возьмите перчатки, а вот здесь сказали, возьмите каблуки и наколенники.
Зачем? Ну, насчет каблуков это уже более продвинутое направление. А насчет наколенники, то у нас много упражнений на полу. Даже та же кошечка и другие более интересные упражнения, они делаются на полу. То есть наколенники – это ваш обязательный атрибут, да? Крутиться на коленях здесь придется? Да. Сложные элементы есть? Да. То есть, если человек не наработал, ну, то есть, сейчас как бы объяснить. Мы когда делаем кувырки, если ты делаешь кувырки без коврика, у тебя на позвонках появляются синяки. Вот. Но потом, если ты делаешь постоянно, синяков уже не появляется. Или набивают же иногда себе голень те, кто занимается футболом или борьбой, или еще что-то в этом роде. И у них уже пропадают синяки от ударов. И тут то же самое. А те, кто не занимались танцами, те, кто не имеют спортивного опыта, они немного нежные. И зачем еще сильно, ну как, травмировать, если можно одеть наколенники? Если я, допустим, буду без наколенников, у меня может и не появиться синяков, и мне не будет приносить дискомфорт. Но человек, который до этого ничем не занимался, или был большой опыт, или в принципе чувствительный, зачем им приучать себя к этому, если можно просто надеть наколенники? А на на каблуках мы танцуем уже в более продвинутой группе. То есть у нас есть несколько групп. Есть одна группа, которая в чашечках, в носочках. Ну, то есть главное, чтобы была удобная, комфортная форма. Вот. И продвинутых там уже, да, на каблуках, в туфлях. И это очень шикарно, потому что, ну, девушки устают ходить на высоких каблуках. Нет, ходить вроде-то может каждая, да, ну, конечно, для кого-то это огромное испытание, а вот станцевать на каблуках, мне кажется, это уже такой, знаешь, уровень мастерства. Если девушка может станцевать на каблуках, то она ходить, конечно, будет летать, но даже не ходят многие, к сожалению. Ну, во-первых, у нас погодные условия не позволяют особо в каблуках походить, вот, а во-вторых, все равно отвыкаешь. Мы же всегда вон так ходим, в кроссовках, даже я в кроссовках, хорошо, ну вот, и отвыкает уже стопа. И мы уже не можем красиво ходить, много ходить, наслаждаться. Испытано на себе. Начнем пока с обычных шагов. Сейчас мы должны сделать 2 шага накрест. Просто 1, 2 и отставили ногу. Вот. Начнем с того, как мы будем это делать. Ноги стараемся держать всегда вместе. И если мы делаем шаг, мы шагаем накрест в сторону. Да, вот это почти все прекрасно. Пока просто поставили. Отлично. Можем вот так ставить. Но нам сейчас нужно небольшое отведение ноги в сторону, чтобы был виден каблук. И можно было увидеть красоту туфель. Да, отлично. Теперь то же самое с левой ногой. Слегка занесли в сторону и поставили. Оп. Хорошо, еще раз. Руку поставили, а одну выпрямили. Начинаем с правой ноги. И 1, 2, 3, 4. Супер. Теперь правую ногу отставили в сторону и увели туда таз. Еще раз пробуем. А это сложно. Вроде бы примитивные движения, а на самом деле координация здесь действительно важна, потому что можно же запутаться в своих же собственных каблуках и ножках, и все это будет не очень красиво. А мы же еще должны быть при этом красивые, элегантные, мы же девушки. Ну, это через 3-4 занятия, мне кажется, уже привыкнете и будете легко. Итак, еще раз. Ручка, макушкой вытянулись наверх, осанку, да, мы раскрыли грудной отдел с правой ноги. И 1, и 2, 3. Хорошо. А теперь представим, что мы собираемся на бал. На бал? Да, мы должны отсчитать. Это про ту сказку, которую вы говорили мне, да. Наталья? Хорошо, сказка началась, да? А левую ручку мы кладем также на пояс, ножки у нас вместе и просто отсчитываем. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И с правой ноги. И 1, и 2, и 3. Ага, так, ну я там кое-что забыла. Сейчас мы его вставим. Перед тем, как отсчитать, чтобы достигло времени, которое мы выходим, и пойти на бал, нам нужно же немножко приодеться. Вот, поэтому мы отсчитали и проверяем наличие перчаток
Это наличие стороны. перчаток. Да, и то, что наша прическа, она Ой, уложена. уложено. Да, но теперь мы уже делаем с танцевальным акцентом. Во-первых, когда мы считаем, колени слегка согнуты, совсем немножко, потому что при отсчете мы уводим таз вправо. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, стоп. И проверяем по правую ручку, левой рукой, слегка касаясь указательным и средним пальцем. Проверили, что здесь есть, что тут тоже все хорошо. Ручки поднимаются накрест, немного поправляем прическу и поставили ручки с правой ноги. Раз, два и три. Ой, мне очень нравится. Нравится, когда получается, понимаете? Если бы сейчас я упала, конечно бы желание все пропало. А тут ты думаешь, ничего себе, оказывается, я и это могу. Очень интересно, знаете, и самое, что мне здесь понравилось, да, то, что это завлекает. Вот реально завлекает и перчаточки, и прическа, и ножичку, и что считать-то ты умеешь. И оказывается, в так можешь попадать. Это очень приятные эмоции вызывает. Но как минимум эндорфины точно уже заиграли во мне. Люди начинают, девушки, женщины, они начинают ценить себя, понимать, что Да. на самом деле они шикарны. Вообще в любых своих проявлениях. Ой, давайте еще раз попробуем эту комбинацию. Прям очень-очень захотелось. Так, там мы немножко кое-что еще добавим. Добавим. Когда мы дошли, мы показываем, что вот мы пришли. Пришли. Да. И после этого мы, помните, изучали волну, представляя стенку? Вот здесь все провал. Да нет, что же, все легко, на самом деле очень-очень легко. Начинаем также с подбородка, грудь, таз, живот. И потом просто развернулись. Все. Но сейчас мы пока также подсчет и приготовились. Отсчитываем время. Раз, два, три. Можно поиграть плечами. 3, 2, 1 и раз. Ой, забыла. 2. Да мы же готовимся только на бал. 3, Готовимся 4. и пошли. И идем. Раз. Благо близко идти. Ручки. И поставили на таз. И волной подбородок. Волна. Да, хорошо. Только мы теперь, когда делаем волну, мы уходим. Еще поворачиваемся. Да. И немножко прогибаемся. Ой, вы знаете, Шикарно? очень здорово, шикарно, классно, здорово. И мне кажется, что именно мир Леди Дэнса, он такой очень глубокий, там нет какого-то предела, да, потому что вы же сказали, что потом еще кувырки, да, вы даже сказали, что вы даже через себя кувыркаетесь, да, что на спине синячки. Вообще сейчас очень много даже конкурсов есть, и там преподают или тренируются, соревнуются девушки с опытом гимнасток, те, кто в цирке занимались. Это выглядит шикарно, как шоу. Очень здорово. Итак, давайте подведем итог. Все-таки кому показан, вот прям показан Леди Дэнс, вот если взять в целом? Ну, я бы сказала, что всем, но в первую очередь тем, кто не чувствует свое тело, те, кто зажат, у кого, допустим, пластики тела не удовлетворяет их. Вообще, те, кто хотят больше раскрыть себе женственности, больше женщин открыть, те, кто не уверены в себе, всем, кроме детей. У детей есть, у нас, кстати, есть же детская бара. Все, ну, дорогие друзья, сегодня, конечно, мы постарались рассказать как можно больше о таких новых видах фитнеса, которые только-только набирают популярность в нашей столице. Это баре-фитнес и леди дэнс. Ну, я думаю, итог у нас один. Занимайтесь спортом, занимайтесь физической активностью, будь то просто походы в тренажерку, найдите себя в танце, возможно, вы хотите стать немножечко балериной. Главное, было бы желание. Ну, а спорт – это, как всем уже известно, это жизнь. Движение – это жизнь, поэтому занимайтесь спортом, двигайтесь, проводите свое свободное время активно. Ну, а мы увидимся уже скоро. Спасибо вам большое. Было приятно с вами позаниматься. Спасибо Приходите большое. к нам еще. Спасибо. Ну, а мы увидимся. До новых встреч. Пока-пока.
Испытано на себе.